28 августа в Ингушетии впервые отметили День реки Сунжа. Торжественное мероприятие прошло в городе Сунжа на пруду, который открыли в рамках праздника. Стоит отметить, самый крупный водоем в республике оставался заброшенным с советских времен, и теперь его восстановили, благодаря программе развития водохозяйственного комплекса России в 2012-2020 годах. Магомед Бабхоев рассказал о том, что сотрудниками Комитета экологии в прошлом году была проведена масштабная работа по реабилитации пруда. Водоем сначала осушили, для этого был проложен временный канал, после чего дно очистили от мусора. Здесь происходило заболачивание, фильтрация, вода не задерживалась. Все необходимые мероприятия, чтобы восстановить первоначальное состояние водного объекта, произведены. Очистка илистых отложений, укрепление берегов, засев специальных растений, устройство биоплата. В общем, работа получилась очень хорошая. Организаторы постарались включить в программу все, чтобы порадовать гостей. Праздничную атмосферу создавали звезды ингушской эстрады, танцевальные ансамбли. Для детей были организованы площадки с батутами, надувными аттракционами и бесплатными угощениями. Махмед Матиев 25 лет живет в Карелии. 9 из них он занимает должность полномочного представителя Ингушетии. В республике он проездом и рад принять участие в таком празднике. Надо проводить почаще такие праздники. Место прекрасное. Это можно назвать, в России редко таких места. У нас тоже в Карелии много праздников проводится. У нас 85 общественных национальных организаций. Также можно было посетить национальные подворья, выставку фотографий водных пейзажей родного края. Представители Центра детско-юношеского туризма и краеведения Назрановского района приехали не с пустыми руками. Они представили вот такую выставку из поделок и фоторабот. Все это сделано руками воспитанников центра. Я не одна здесь, конечно. Весь педколлектив и воспитанники нашего Центра детского туризма краеведения Назрановского района приняли активное участие в этой акции, акции «Вода России». Сегодня идет праздник реки Сунжа. Был объявлен конкурс детского рисунка и фоторабот «Водные сокровища России». Наши воспитанники центра приняли активное участие. Вы сейчас, сегодня вот здесь можете увидеть все работы обучающихся. Это рисунки, это фотографии, фотоработы и поделки. На церемонию открытия приехали почетные гости – министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин и глава Ингушетии Юнусбек Кивкуров. Дмитрий Кобылкин отметил, что Владимир Путин в своем ежегодном послании особое внимание уделил экологии и поставил перед министерством амбициозные задачи – вывести экологию на абсолютно новый уровень. Почетно находиться сегодня здесь и видеть, как федеральные программы, те, которые были, те, которые будут в будущем, преображают нашу землю, нашу родину, нашу территорию. Я хочу сказать, что экология сегодня становится нормой культуры не только среди населения, но и в промышленных компаниях. Наша с вами задача – сохранить и приумножить. Юнусбек Кивкуров сообщил, что восстановление пруда стало возможным благодаря поддержке Минприроды России. Спасибо нашему председателю комитета Магомеду Бабхоеву, который именно в этом плане проводит работу. Больше профилактики. И поэтому чище стало не от того, что мы убираем, акции проводим, а чище стало потому, что люди меньше бросают мусор. В этом есть смысл. Мы и в горах в этом направлении работаем со студентами, с молодежью. Много проходит передач на телевидении, много рекламы. И люди каким-то образом по-другому относятся к порядку вокруг себя. Далее гости запустили восстановленный водоем около 1000 мальков форели. Так, когда на рыбалку поедем? Поддержим? Нет, поддержим. Можно отсюда упрыгивать обратно. Не согласны. По проекту мэрии города скоро вокруг пруда разобьют парковую зону. Также появится летнее кафе и лодочная станция с катамаранами. Руководство республики уверено, что ежегодное празднование Дня главного водного объекта республики будет для жителей хорошим стимулом для участия в проведении общественных работ по ликвидации источников загрязнения. В этот же день в Назрановском районе Ингушетии началась масштабная экологическая акция по расчистке берегов реки Сунжа. Основной площадкой мероприятия стала водоохранная зона реки Сунжа на территории границ сельских поселений Барсуки и Плиева. На экологический призыв Комэкологии откликнулись тысячи волонтеров, общественников и представителей госструктур.
Из каждого населенного пункта сюда подтянулись люди, после того, как мы объявили и в мечетях, и в средствах массовой информации, подтянулось очень большое количество людей, как вы сами видите, я даже не ожидал, даже от нашего поселения тут, по-моему, более 300 человек было. Несмотря на палящее солнце, все участники были очень активны, улыбчивы и, несмотря на усталость, охотно общались с нашей съемочной группой. Особенно активными были эти молодые люди из Малгобека. Это такая благородная даже акция, самая чистая акция. У нас такой масштабный сегодня субботник, приуроченный к целевой программе «Вода России». Как видите, здесь нас очень много, пришли все с удовольствием. Нам очень приятно, что откликнулись как горожане, как те места, которые даже проезжают, останавливаются, видят и тоже говорят, можно присоединиться, вместе с ними убираем, чистим. Ну вот мы услышали, что проходит такая акция, приехали в целях очистки и прибрежной зоны реки Сунжа и очищать, как берег, прилегающей территории. Убираем там разные бутылки, разнообразный мусор. Организаторы и не ожидали, что в субботнике примет участие такое количество неравнодушных к проблемам экологии людей. Субботник посетили министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Современные технологии распределения мусора позволяют защитить экологию от загрязнения. Дмитрию Кобылкину и Юнусбеку Евкурову активисты представили план-проект по защите окружающей среды и посадке деревьев. Сам сад подразумевает высадку более 10 тысяч плодовых деревьев и кустарников на территории, в которой мы сейчас находимся. Это сельское поселение Плиево, пойма реки Сунжа. Затем гостю продемонстрировали мусорные баки, которые в скором времени будут установлены в многоквартирных домах республики. А вот такие в каждый дом. Каждый дом. Сейчас сколько домов будет? Сейчас около 5000. Вот эта экосистема старенькая. В масштабный республиканский субботник по случаю празднования Дня Сунжи проходит под эгидой всероссийской акции «Вода России». Активисты с самого утра успели собрать уже несколько десятков пакетов мусора. В этой акции мы принимаем участие впервые. Мы очень много очистили, наполнили несколько мешков. Работает весь наш коллектив. В конце этого насыщенного дня прошло большое межрегиональное совещание по вопросам экологической безопасности Северокавказского федерального округа. Участие в нем приняли министр экологии Дмитрий Кобылкин, заместитель полпреда президента России в СКФО Максим Владимиров, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Максим Владимиров подчеркнул, что проблема с загрязненной экологией на Северном Кавказе существует. Причин здесь несколько. Одна из них – недостаточное количество полигонов. Кроме того, в СКФО насчитывается более 1000 несанкционированных свалок. Но все эти вопросы решаются. Мы поддержали инициативу уважаемого Юнусбека Мангеревича. В ближайшее время под эгидой аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе будет создан совещательный орган по вопросам экологической безопасности. И, пользуясь случаем, уважаемый Дмитрий Николаевич, приглашаем сотрудников министерства войти в состав этого органа. Юнусбек Евкуров отметил, что в регионе проводится большое количество мероприятий, в результате которых экологическая ситуация в республике заметно улучшается. Но заданный темп нельзя сбавлять, и необходимо постоянно вести работу в этом направлении. Те проекты, которые мы защитили, мы их реально реализуем и представим в должном виде. А те, которые проекты мы будем защищать, конечно, мы просили вас в том числе поддержать эти проекты. Почему? Потому что этим мы закрепим еще больше экологическую безопасность как республики. Ну и плюс хотел бы подчеркнуть, что есть ряд направлений, которые интегрированы в субъектах Северокавказа, не только в одном субъекте. Даже мусоропереработка, она все равно интегрирована в регионы Северокавказского федерального округа. В том числе, если мы строим определенные заводы по переработке пластика, шин и так далее, если мы выделяем для этого средства или какой-то проект сделаем, то я здесь просил бы и министерство, и полпредства не выделять это в каждом регионе, а делать это так, чтобы в одном регионе было одно предприятие, в другом другое, чтобы это все было интегрировано друг в друга, чтобы все не сводилось в одно место. Я думаю, что этим самым мы закрепили бы еще больше наше взаимодействие, и всем было бы комфортно работать. Процессы, происходящие в одном регионе, у нас Северокавказский федеральный округ по численности, конечно, большой, но по территории небольшой, конечно же, затрагивают процессы во всех соседних регионах точно. Поэтому
вместе и друг от друга. Я не могу сказать, что это зависимо, но мы просто как единое целое работаем, да и развиваемся тоже. И вопросами экологии совершенно поддержу Иннокентия Маргариевича. Нужно заниматься, конечно, совместно и комплексно. Если нельзя ни на чью сторону перетягивать этот вопрос. Он у нас у всех общий и одинаковый. На совещании коснулись и вопроса экологического состояния реки Камбелеевка. Она течет в нашу республику из Северной Осетии. И часть загрязнений принимают на себя ближайшие сельские поселения Кантышево и Далаково, где и оседает весь принесенный мусор. После обращения жителей Ингушетии проведены все необходимые лабораторные анализы, которые и выявили ряд нарушений. В результате проведенных мероприятий были прекращены сбросы загрязненных сточных вод и отходов производства следующих предприятий: ООО «Миранга», ООО «Орфей», это спиртзаводы, перерабатывающая промышленность, птицефабрика, племенной репродуктор Михайловский, предприятие МУП «Коммунресурсы» пригородного района. Юридические лица и руководители были привлечены к административной ответственности, штрафы оплачены, нарушения устранены. В 2018 годах были выявлены факты сброса химзагрязненных промышленных стоков с превышением допустимых нормативов сброса загрязняющих веществ у АО «Электрон» «Собачья балка». Предприятие было привлечено к административной ответственности по статьям 76, 814. В настоящее время сверхнормативные сбросы в АО «Электрон» прекращены. Выступая перед собравшимися, председатель комитета по экологии и природным ресурсам Ингушетии Магомед Бабхоев отметил, что в регионе ведется работа по созданию условий для вторичной переработки отходов, запрещенных к захоронению, а также по экологическому оздоровлению водных объектов, повышению качества питьевой воды и сохранению биологического разнообразия. Так, в Республике Ингушетия с 2015 года ликвидировано более 140 стихийных свалок и навалов отходов. Это не только такие серьезные масштабные свалки, но доставляющие определенные проблемы. По поручению главы Республики Ингушетия мы закрыли и законсервировали оставшиеся 19 свалок. Это все, что в республике остается из накопленного ущерба. Региональные министры отчитались об экологическом состоянии веренных им субъектах, рассказали о своих достижениях и задачах, которые необходимо выполнить в ближайшее время. По окончанию мероприятия прошла церемония вручения ведомственных наград. Что касается самой реки, Сунжа берет начало из ледников на горном массиве Ушкорт. Течет она на север по территории Ингушетии и впадает в Терек. Река в 19-20 веках замерзала практически вся, за исключением быстрых участков. Но в последние десятилетия река не замерзает из-за смягчения климата на Кавказе. 23 августа ежегодно в Ингушетии будут праздновать День реки Сунжа. Идея очень хорошая, ведь таким образом власти хотят привлечь внимание к проблемам реки, а их, как мы знаем, немало. Поэтому хочется надеяться, что следить за состоянием этого водного объекта в республике будут не только в дни празднования, ведь нам с вами это не сложно.